Меня зовут Фатиме, и мне 17 лет. Родом я с Судака, но на данный момент я проживаю в Джанкойском районе, в селе Азовское, с Анашкой, братишками и Бойконашкой. Музыка занимает особое место в моей жизни. С музыкой у меня много воспоминаний, и по сей день музыка – это мое успокоение моей души. И потом опять продолжается типа филиком. Все. Помимо вокала я занимаюсь танцами. 10 лет я ходила на хореографию. Увлекаюсь журналистикой, мне очень интересно писать статьи разные и так далее. Каждый человек проходит испытания в своей жизни, определенные испытания. Одно из глобальных моих испытаний связано с моим детством. К сожалению, в моей семье не было той самой любви, которая в фильмах показывается, не было того уважения, которое должно было быть. Не было элементарной дружбы. Постоянные ссоры я чувствовала, я понимала о том, что за стеной спит Анашка, и она плачет. Она очень плачет. Я молила Всевышнего о том, чтобы моя Анашка улыбалась, мои братишки были спокойны. На данный момент родители в разводе. Мне, конечно, больно осознавать то, что есть эта неполноценность, что нет той благополучной семьи, о которой я мечтала. Я часто сюда убегала, когда Анашка с бабашкой ссорились, и вот море давало мне какую-то надежду на то, что все будет хорошо. Еще так случилось, то, что Всевышний свел меня с человеком, у которого судьба удивительно схожа с моей. Я безумно благодарна этому человеку за то, что он меня поддерживает, за то, что он всегда меня понимает, всегда меня выслушает, за то, что он рядом. Это все взаимно, и он это прекрасно знает. Поэтому зачастую мои песни именно о той самой любви, которой не было в моей семье. Я мечтаю построить свою семью, и я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы в моей семье было того, что я не увидела в своем детстве. Тебе молодец, отлично поет. Вот. Сделали что-то экспериментальное, ну, по крайней мере, для нее, она так сказала. А так, в принципе, все прошло хорошо. Я написал 3 версии аранжировки для Фатиме. И, в принципе, мне кажется, она бы с каждой справилась. Но мы решили отобрать одну вот. И она с ней отлично справилась. У нее есть серьезный потенциал. Она молодец. Она вполне может занять призовое место. В общем, посмотрим. Победит сильнейший. Не знаю, как на ближайшие 5 лет, на ближайшие 10 лет, но на ближайшее время в моих планах цель взять призовое место в конкурсе Хрым Сясы и поставить такую некую точку отчета в своем творчестве. Очень позитивный человек, очень хороший человек, очень комфортно работать. Что, нельзя Прекрасная ничего студия. сказать даже? Плохого? Нет, вообще плохого ничего. Не может быть. Все только положительное. Нет, действительно, Да. очень комфортно. Как будто вот это какое-то родное место и какие-то родные люди окружают меня. Согласно этому проекту, очень благодарна всем организаторам за такой прекрасный конкурс и за такую прекрасную возможность показать себя. Для меня честь участвовать в этом конкурсе в первую очередь, потому что я очень хотела поработать с профессионалами своего дела,
с организаторами этого конкурса. Поэтому для меня это уникальная возможность сделать свою песню авторскую и обменяться со своими коллегами определенным опытом в сфере творчества. Конечно же, я безумно благодарна Эдипага за то, что он услышал меня, он понял меня, он услышал именно то, что я хочу выразить в своей песне, и написал безумно прекраснейший текст, в котором, я надеюсь, многие найдут свой ключ. С Бекирага также было приятно поработать, он профессионал своего дела. Все, что я хотела, то и осуществилось. Мы записывали музыку, мы записывали голос. Мне безумно понравилась его работа, мне безумно понравилось то, что он поделился неким своим опытом со мной. Я хочу сказать всем сагулнус, я безумно благодарна вам. Изначально мы с Эдипага думали, о чем написать песню. Я ему сказала о том, что у меня на сердце, и о том, что я хочу выразить в этой песне в первую очередь. Он меня услышал с первых же нот, как говорится, и написал текст. Мы поехали к Бекирага, записали, продуктивно поработали. Я очень благодарна им, еще раз говорю. И как-то так получилась та песня, которую вы услышите в скором времени. В свою песню я вкладывала именно ту надежду, которая не покидала наших бебешек, когда они были вдалеке от нашей Родины. Я хочу сказать, чтобы и на сегодняшний момент наш народ не терял надежду, ни в коем случае развивался и шел только вперед, знал, что Всевышний нас любит. Я сижу практически на том же камне, на котором сидела, когда прибегала в детстве сюда. И хочу сказать, что те эмоции, те чувства, которые я испытывала в раннем детстве, опустились, и на душе определенно тот покой, о котором я мечтала. Gözüme bakan benim arkam yağmur tamçılarında men sana bakam bir tınçlağanımda Kezim keni betkendir nerede kuş yüreğime klengendir derdim suç İşlerim tübünden sen çık ve uç Rahımna ezberden dokusu suç Sırım aman hoşmam ortak Sırımı bilsin tek can kosudak Hakikat şu ki sen derdimni unut Men sana baksam canlana umut Benim romanda sana Şehirde getirdiler ve düğün mümkün unutmak Ya kuzunu kapat yolumuzda maniyen defolmaz fakat Yağmur yağacak yolda sınır bor Men şükür edim sen de olmanan gör Apaçıktır kapı bomboştur zor Men seni beklerim gel ve gör Men seni hiç de unutmam Men seni hiç de unutmam Men seni hiç de unutmam Benim gözüme oldu gibi dursa de doğmam Sana